Презентацию онлайн подготовила учитель начальных классов Усманова Айгуль Айтбаевна. Класс 2. Раздел «Окружающая среда». Тема 4 сестрицы. Я планирую достичь на этом уроке и следующая цель обучения. Это научит учащихся отвечать на вопросы, пересказывать историю, соблюдать последовательное событию при помощи активных методов обучения. Таким образом, я на своем уроке планирую провести следующие работы. Это работа в группах, в парах, работа с текстом, с учебником, работа диаграммой, работа с карточкой. И благодаря всем этим активным методам я хочу научить учащихся высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, работать, находить главную информацию. И хочу, чтобы учащихся могли найти отличия и общие признаки времена года. Прежде чем приступить к нашему сегодняшнему уроку, я предлагаю вам отгадать загадку. Одна седая, вторая молодая, третья скачет, четвертая плачет. Лето и осень, они всегда следуют один за другим в деревьях, и выпадает первый снег. Опять приходит зима. Так происходит смена времен года. А теперь вы отгадали загадку, да? О чем идет речь? Как вы думаете? Так, пожалуйста, догадались? А как вот узнали, что это времена года? Мы с вами отгадали загадку. Называется времена года. Мы узнали, существует сколько времена года. Ребята, 4 времена года, да? Так, это что? Первая зима, потом весна, потом лето и осень. Молодцы. Так, урок называется «4 сестрицы», да? Открыли книгу. Упражнение номер 1. Так, сегодня мы на уроке выполнять. Во-первых, мы выполняем упражнение номер 1. И познакомься со стихотворением. Читаем стихотворение, которое касается вашей группы «Зима». Значит, вы читаете про зиму. Группа «Осень» находит кусок стихотворения, к которому относится по осени. Вы читаете про весну, а вы читаете про лето. Так, после того, как вы прочитаете стихотворение, в группе обсуждаете, о чем говорится в этом стихотворении. Что вы поняли из этого стихотворения? Так, пожалуйста, я вам займу 2 минуты для того, чтобы поняли этим стихотворением. Так, ответьте на вопросы. Почему осень золотая? А теперь дадим оценку группу осень, группу лето. Что вы узнали этим стихотворением? Эти слова. Сыть и согреты как-то лето. Так, задание. Подбери к картинкам нужные слова. Назови имя сестриц. У какой сестрицы снег искрится? У какой сестрицы сыть все согреты? Что бывает у первых сестрицы? Так, теперь второе задание. Поработали с картинками. С карточками теперь начать. Так, мы знаем, что мы с ними делаем. Раздаю листочек, и в листочках спрятано слово внутри. Вам нужно их найти, закрасить и придумать 2-3 предложения.
с этими словами уважать друг друга. Так. Теперь работа в тетради. Третье упражнение. Выполните задание. Прочитайте текст. Выпиши глаголы прошедшего времени единственного числа. Прочитали, да? А теперь дайте название тексту. Что происходит весной? Как меняется шуба зайца? Кто вылез из берлоги? Что делает бабочки? Дальше. Так. Единственное число времени прошедшего времени. Так. Согрело, растаял, зажучали, прилетели, сменил, вылез. Проверяйте. Так, теперь вам, ребята, рефлексию. Это обратная связь. То есть вы сегодня на уроке как себя чувствовали, будете писать. Так, на сегодняшнем на уроке я узнал. На этом уроке я похвалил бы себя за. После урока мне захотелось. Сегодня я сумел. Домашнее задание. Так, ученики, страница 51, задание 4. И выучить словарь. Хорошо работали на уроке. Спасибо за урок.